Новогодние праздники в республике продолжаются, а вместе с ними увеличивается число заболевших COVID-19. Только с 1 по 15 января в Абхазии от коронавирусной инфекции умерли 15 человек. С чем связан рост заболеваемости и как избежать дальнейшего увеличения количества заболевших? С этими вопросами мы обратились к главному санитарному врачу республики Людмиле Скорик. То, что через неделю после Нового года количество заболевших COVID-19 в республике увеличится, медики прогнозировали еще до 31 декабря. Поэтому неустанно обращались к гражданам соблюдать все меры предосторожности. Но многие этим предупреждением пренебрегли. Вот почему после новогодних праздников врачи за сутки выявляют около 140 человек с коронавирусной инфекцией. Количество и заболевших после Нового года у нас вот идет 134, 138, 141 за вчерашние сутки. То есть, естественно, идет нарастающим итогом в связи с тем, что все-таки новогодние праздники дают свои результаты. Естественно, обращаемость в лечебные учреждения увеличилась в разы. Естественно, у нас сейчас начнут паниковать наши родители. Почему? Потому что новогодние елки, новогодние мероприятия, ни один из детских центров не был закрыт. Проводили все новогодние мероприятия, в том числе и для детей, в помещениях. Причем это массовые мероприятия. Там, где был не один ребенок, а довольно-таки много. Мои рекомендации гласили о том, что да, не надо отменять детям праздник, но и желательно его проводить, обязательно проводить его на свежем воздухе. Тогда, когда количество передачи вируса от одного ребенка к другому будет минимальным. Если вам пришел положительный результат на COVID-19, важно соблюдать постельный режим, пить много жидкости и ни в коем случае не переносить вирус на ногах. Вовремя делать рентген, советуют врачи. Многие проблемы возникают из-за беспечного отношения к своему здоровью и здоровью близких. Если раньше вирус тяжело переносили только пожилые люди, то теперь медики говорят, что вирус молодеет. Тяжелые последствия и у людей средних лет. Он не молодеет сам по себе. А именно молодые люди стали беспечны к своему здоровью. Раньше мы рассказывали, что да, этот вирус особенно опасен для тех групп лиц, которые или пожилые, или имеют какие-то сопутствующие заболевания. И это вызвало волну такого жизнерадостного настроя у наших молодых. Я молод. Все нормально у меня с иммунитетом, я занимаюсь, спортом, все хорошо, я его перенесу хорошо и замечательно. И вот это результаты. Не надо бежать делать себе рентген. У нас есть пациенты, которые дважды проходили облучение. Рентген-облучение – это нагрузка на организм. Сначала они в самом начале пошли, сделали себе рентген. А потом, естественно, по необходимости, когда действительно результат показал, что это коронавирусная инфекция, когда у человека становится уже плохо, и когда медикам нужны четкие основания для назначения сильнодействующих лекарств, которые наносят вред больше организму, чем коронавирус в самом начале, если бы этот пациент соблюдал все те требования, о которых мы говорим. Кроме того, по словам главного санитарного врача республики, тяжесть заболевания и его последствия зависит от того, какое количество вируса человек получил в организм. И здесь не важен возраст. Течение болезни может проходить сложно и у молодых. И поэтому очень важно носить средства защиты и соблюдать дистанцию. Тогда риск заражения или поступления большого количества вируса в организм сводится к минимуму. И тот пациент, который в маске, который болен в маске, и тот, который здоров, тоже в маске. Так вот, передача вируса практически невозможна. А если вы еще будете соблюдать дистанцию, естественно, вы вообще его не получите. А если вы без маски, он без маски, вы поцеловались, обнялись, друг другу передали этот вирус, вы даже не знаете, больны вы или нет в тот момент, когда вы обнимаетесь с кем-то. Почему? Потому что вот этот инкубационный период 14 дней, когда человек себя никак не проявляет, никакой симптоматики у него нету. Он себя
замечательно чувствуют. Ведь вся симптоматика появляется уже после того, как вирус начал свое прямое воздействие на организм, когда появилась интоксикация. Кроме того, на организм, пораженный коронавирусом, негативно влияет и употребление алкоголя. Также многие, как подчеркнула Людмила Скорик, хотят переболеть этой болезнью, чтобы избавиться от нее раз и навсегда. Однако это плохая идея, говорит врач. Во-первых, выявлены повторные случаи заболевания. А во-вторых, последствия болезни могут быть весьма серьезными. И все же пандемия коронавируса показала, что в республике немало отзывчивых людей, которые объединились в борьбе против COVID-19. Однако их возможности не безграничны. Я хочу спасибо сказать Габуния Адамуру, это ООО «Азит», город Сухум, Арзин Бадауру, Морпорт, это Заркова Ирина, ресторан Эрцаху, это Арзин Бабатал, Модатекс. Это человек, который самый первый пошил нам те костюмы, которых у нас в начале не было, пока нам не стали оказывать гуманитарную помощь международные организации. Мои сотрудники работали в пошитых костюмах. Пилия Давид, новая столовая, который в настоящее время продолжает кормить. Сначала начала эту работу Зарко Ирина, которая кормила сотрудников моей лаборатории, ввиду того, что они работают у меня с 8 до 12 ночи и не имеют возможности куда-то выйти, где-то перекусить и так далее. Сначала начала эту работу Зарко Ирина, сейчас продолжает ее Пилия Давид. Ну и хотелось бы особо отметить борцыц Бориса, это Амобайл, который оказал очень большую помощь и поддержку, в том числе и в покупке первых тест-систем для диагностики, для ПЦР-диагностики именно на коронавирусную инфекцию. Да, кстати, я не отметила руководителя Hello Trust, которые предоставили машины, свои машины для того, чтобы наши медики могли перемещаться и объезжать, делая забор биоматериала прямо на домах у пациентов, которым плохо. У врачей всего мира еще нет единой системы лечения от коронавирусной инфекции. Болезнь достаточно молода и плохо изучена. На каждый организм вирус влияет по-разному. Поэтому пациентов лечат по принципу индивидуального подхода с учетом хронических заболеваний. Сегодня во многих странах мира введен жесткий карантин. В Абхазии, по словам медиков, еще можно спасти ситуацию и снизить рост заболеваемости и летальных исходов. Все это возможно, если соблюдать элементарные меры предосторожности и следовать рекомендациям врачей, у которых может не остаться сил спасать человеческие жизни. Гугуца Вардания, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.